Мавзолей Хусейнбека, расположенный на окраине административного центра Чешминского района Республики Башкортостан, поселка Чешмы, является одним из немногих дошедших до наших дней памятников башкирского средневековья. Мало того, вплоть до революционных событий начала XX века, радикально изменивших все сферы жизни общества, усыпальница была одной из главных святынь мусульман Башкирии. Кем был Хусейнбек, чье имя носит мавзолей? Кем и когда он был построен? И какую информацию несет эпитафия древнего надгробия, находящегося внутри? Известный религиовед и философ Мирча Илиаде писал, что для верующего человека мир неоднороден. Он делится на сакральное пространство и пространство, не обладающее святостью, то есть профанные или мирские. Яркие примеры сакральных мест – это Святая Земля в Палестине, а также Аль-Харамейн, буквально две святыни, под которыми мусульмане подразумевают Мекку и Медину. Для верующих иудеев, христиан и мусульман они имеют особое значение как пространство, где разворачивалась священная история. Однако это не значит, что за пределами святых земель не существовало объектов сакральной географии второго порядка. Тому пример – мавзолей Хусейнбека и некрополь, прилегающий к нему, расположенные близ озера Акзират в Чешминском районе Республики Башкортостан. Акзиарат в переводе с башкирского языка значит «белое», то есть «священное кладбище». Первым, кто упомянул этот объект в научной литературе, был историк XVIII века Петр Рычков, назвавший его мечетью, купол которой уже обвалился. Мавзолей Хусейнбека – уникальный археологический объект, и не только археологический, памятник архитектуры у нас на территории Башкортостана. Но самое важное, самое интересное, что об этом объекте мы можем узнать из разных групп исторических источников. Это в первую очередь археология, археологические источники, данные антропологии, фольклор, письменные источники и замечательные фотоматериалы, которые сохранились и на которых мы можем опираться. То есть это все позволяет нам комплексно подойти к изучению этого памятника. Весь XVIII век Башкирию сотрясали восстания, поэтому изучение памятника началось только через 100 лет. Мечеть Хусейнбека – так назывался очерк уфимского чиновника Петра Павловского, посетившего в 1841 году деревню Чешму, населенную мещеряками на бунтовщичьей башкирской земле, то есть изъятой у вотчинников за участие в башкирском восстании 1735-40 годов. В сопровождении 80-летнего, знающего арабский язык башкирского муллы деревни Караякуповой, которой прежде принадлежала земля, заключающая в себе могилу Хусейна, он, то есть помощник Павловского, осмотрел надписи. Касаясь некрополя, находящегося рядом с мавзолеем, Павловский писал: «На камнях прочих могил значится, что под ними похоронены предки минских башкирцев, то есть башкир рода Минг. Для совершения в ней молитвы они, мусульмане, ездят из отдаленных уездов Оренбургской губернии, оставляя в виде жертвы деньги, холст, воск и тому подобное. Все эти приношения поступают в пользу муллы». Сведения о том, что поклонение происходило возле могилы Хусейнбека, у нас еще можно отнести первые сведения к башкирскому историческому эпосу. Это последние из Сартаева рода, когда Джаллык, герой основной, собираясь на войну с барласами Тимура, Тамерлана, идет поклониться как раз-таки святому Хусейнбеку и читает там молитву. В сказании «Последний Сартай» рассказывается о борьбе башкир с Тамерланом, когда тот в 1391 году, идя к месту сражения с ханом Тахтамышем, огнем и мечом прошел по территории Башкортостана. Герой эпоса рассказывает: «Я молился святому Хусейнбеку из земли Туркестан, но не слышал меня. Тогда я встал, тогда я воскликнул:
«Улем дошманга». В последующем уже мы знаем, что в 16, 17, 18 веках, 19 еще, даже в 20-м, да, переделка, когда мавзолея произошла, данный объект являлся почитаемым башкирами, почитаемым местным населением. И это была характерная традиция вообще для башкирского населения. Почитание культ гор, культ святых. В отличие от мавзолея Турахана, дошедшего до наших дней почти в первозданном виде и представляющего научную ценность уже самим фактом своего существования, мавзолей Хусейнбека с точки зрения своего познавательного потенциала ценен в первую очередь эпитафией надмогильного камня, один из списков которой попал в руки русского востоковеда Вильяминова-Зернова. Владимир Владимирович Вильяминов-Зернов – востоковед, тюрколог, историк-нумизмат. В 1851-56 годах в качестве чиновника Азиатского департамента Министерства иностранных дел служил в Оренбургской губернии. Вильяминов-Зернов был автором ряда великолепных работ, таких как, например, «Источники для изучения тарханства, жалованного башкирам», «Материалы для истории Крымского ханства», «Исторические известия о киргиз-кайсаках», не утратившие научной ценности до сего дня. Однако его статья «Памятник с арабско-татарской надписью в Башкирии», посвященная мавзолею Хусейнбека, к таковым уже нельзя относить, хотя в свое время она сформировала точку зрения, которая господствовала целое столетие. В данный момент она безнадежно устарела. Вильяминов-Зернов в частности писал: «Мусульманство впервые проникло к ним, то есть к башкирам, из соседнего Болгарского царства, принявшего исламизм, как гласит предание, из рук 3 сподвижников, посланных самим пророком». Обсуждая легенду о сподвижниках пророка в Болгарии, необходимо, конечно, иметь в виду, что при жизни пророка Мухаммада предки волжских булгар проживали еще в Приазовском регионе, то есть они проживали к северу от Кавказа, и на тот момент никакой исламизации они не подвергались, и их миграция на Волгу еще даже не началась. Вот, собственно, археологический город Булгар фиксируется, насколько мне известно, с 9 века нашей эры, то есть с эпохи значительно более отстающей от эпохи сподвижников пророка Мухаммада, и, соответственно, вся эта легенда имеет книжный письменный характер, причем возникла достаточно поздно. Таким образом, сахабы, сподвижники пророка, не могли явиться в Волжскую Булгарию, которая тогда еще не существовала. К сожалению, на уровне знаний середины XIX века Вильяминов-Зернов еще не мог знать времени миграции булгар на Волгу, а потому стал пленником так называемого булгаристского мифа. Достаточно сложно сказать, где находится отправная точка булгарской историографии. Одно из первых вообще упоминаний о Булгарии как о центре ислама в регионе, объединяющем все народы, это действительно воззвание Батырши Алиева, которое было призвано объединить всех мусульман. И, по всей видимости, для Батырши Булгар действительно был основой нового политического мифа, который способен был заменить чингизидский миф башкир. Позднее, уже в более позднее время, во второй половине XVIII века, этот миф был переосмыслен и сознательно, по всей видимости, деполитизирован, то есть из него все политическое содержание было вытеснено и заменено исключительно религиозным и богословским. Если мишарский имам Батыршах Алиев, чья проповедь прозвучала накануне башкирского восстания 1755 года, хотел использовать булгаристский миф для объединения мусульман Урала-Поволжья в борьбе против политики христианизации, то в последующем булгаризм стал орудием казанского духовенства в их попытках подчинить своему влиянию мусульман внутренней России. Любопытно наблюдать за движением мысли Вильяминова-Зернова, оказавшейся в плену у булгаристской мифологии и пытавшейся привести в соответствие с последней противоречащие ей факты. Дело в том, что в эпитафии он прочел низбу Туркестани, то есть Хусейнбек туркестанский.
Но как примирить этот факт с предубеждением о том, что Хусайнбек должен был явиться в Башкирию непременно из Булгара? Ну откуда же еще? И вот Вильяминов Зернов выдает перл изобретательности, достойный, однако, лучшего применения. Хусейн, уважаемый учитель из Туркестана, живший в Булгарии, просто отправляясь в Мекку или возвращаясь оттуда, скончался на дороге и был похоронен вблизи Демы. Понятно, что такая интерпретация фактов является абсолютно надуманной. В отличие от Вильяминова Зернова, никогда не посещавшего мавзолей Хусейнбека, сотрудник Уфимского статистического комитета Руф Игнатьев бывал в тех местах неоднократно. Руф Гаврилович Игнатьев – историк, краевед, фольклорист, этнограф, уроженец Московской губернии с 1855 года, проживавший в Уфе, Оренбурге и в других местах Южного Урала. В своей статье «Гробница Хусейнбека, нагайского имама», написанной для археологического словаря, он пересказывает башкирское предание. Когда нагаи покорили Башкир и жили в здешних местах, то отличались испорченностью нравов и были очень дурные мусульмане. Весть об их беззакониях и незнании Корана дошла до Бухары и Туркестана, где царствовал тогда святой муж хан Хузя Ахмад Ясавий, который тотчас послал к нагаям в Башкирию своего ученика Хусейнбека. Хусейнбек не только сделал нагаев добрыми мусульманами, но и обратил многих язычников. После того он ходил в Мекку и, возвратясь, поселился снова при озере Акзерати и был главным имамом в Башкирии. После смерти Хусейнбека он был признан у мусульман святым. На его могиле по ночам появлялся свет, и многие мусульмане стали стекаться на поклонение гробу Хусейнбека. В переданном предании происходит наложение многих нарративов, которые и порождают такой совершенно анахронистический и совершенно фантастический рассказ. Однако, если эти нарративы послойно разобрать, то определенную историческую основу под всем этим можно увидеть. В предании слились воедино три эпохи. Конец 15 века, когда Ногайская Орда подчинила своей власти Башкир. Первая половина 14 века, когда жил Хусейнбек, и, наконец, 12 века, на который приходится жизнь суфийского шейха Ходжа Ахмада Ясави из среднеазиатского города Яса или Туркестан, где находится величественный мавзолей, построенный в его честь Тамерланом. Отсюда ясно, что Хусейнбек не мог быть ногайским имамом, поскольку жил ранее возникновения Ногайской Орды, как и не мог быть мюридом, то есть послушником Ходжа Ахмеда Ясави, поскольку жил много позднее последнего. С другой стороны, на это же предание наложилось то, что исторический Хусейнбек, по всей видимости, действительно принадлежал к суфийскому братству Ясавия, действительно был человеком, происходившим из тех земель, где жил и проповедовал Ахмад Ясави. Не случайно на могильной плите Хусейнбека указано Низба Туркестане. Туркестан – это город Ясы, в котором находится мавзолей Ахмада Ясави. По преданию, мавзолей на могиле Хусейнбека был построен не сразу, а лишь по прошествии нескольких десятилетий и даже якобы по приказу Тамерлана, разорявшего в это время Золотую Орду, что, конечно, вряд ли является правдой. Усыпальницу, первоначальный вид которой сохранился лишь на фотографиях, да и то в разрушенном состоянии, в отличие от соседнего мавзолея Турахана, возможно, создавали уже местные строители. То есть я предполагаю, что мавзолей Хусейнбека является уже поздней копией тому мавзолея Турахана. То есть они, грубо говоря, лекала. Но почему-то мавзолей Хусейнбека разрушился, не устоял, а Турахан до сих пор стоит. Поэтому здесь, наверное, это разные строители, разные строительные подходы. Кладка там намного грубее, почему-то крупные камни, практически на самой вершине мавзолея, да, на верхней части стены. Тогда как на Турахане совсем по-другому все эта кладка выглядит. В середине 20 века изучение мавзолея Хусейнбека, а также его эпитафии, возобновилось. Однако некоторые исследователи, в основном выходцы из татарской АССР, например, Гарун Юсупов,
продолжали мыслить в парадигме булгаристского мифа. Гарун Валеевич Юсупов, археолог, тюрколог и этнограф, уроженец Казани, в 1952-58 годах работал в Институте истории, языка и литературы башкирского филиала Академии наук СССР. Он писал: «Можно не сомневаться в том, что Хусейнбек был булгарским миссионером, возглавлявшим в Западной Башкирии мусульманскую духовную миссию». По поводу подобных высказываний уфимский археолог Геннадий Горустович лишь недоуменно восклицал: почему Хусейнбек был булгарским проповедником ислама, если на его надгробии написано, что он был родом из Туркестана, ныне город в южно-казахстанской области Казахстана, и из Таласа, арабская Тарас? Автор не сообщает. Вряд ли Юсупов полагал, что все, к чему прикасался Хусейнбек или любой другой мнимый булгар, автоматически становилось артефактом булгарской культуры. Но, очевидно, археолог руководствовался национальными чувствами, мешавшими ему сохранять научную непредвзятость. Поэтому в работе «Введение в булгаро-татарскую эпиграфику» надпись на надгробии Хусейнбека он без тени сомнения причислил к булгарской эпиграфике. Однако, насколько это обосновано с точки зрения языкознания? Большая часть эпитафий Булгара, не абсолютно все, они действительно написаны на языке Р-типа, близком к современному чувашскому, и как раз исходя из современного чувашского они и были переведены и расшифрованы. Ранние письменные памятники Башкирии, прежде всего стелла на могиле Хусейнбека, в своей тюркской части это язык З-типа, близкий к современным кыпчакским языкам, в том числе к современному башкирскому. Мавзолей Хусейнбека, представлявший, судя по снимку 1910 года знаменитого фотографа Прокудина-Горского, груду развалин как минимум с середины XVIII века, когда его впервые упомянул Петр Рычков, в начале XX века наконец-то привлек внимание муфтия Оренбургского Магометанского духовного собрания Мухаммедьяра Султанова. Мухаммедьяр Султанов, представитель дворянского рода Султановых из Башкир-Байлярской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии, служил в чертежной командующего башкирским войском, подпоручик, в 1886-1915 годах муфтий Оренбургского Магометанского духовного собрания. В 1909 году муфтий посетил могилу Хусейнбека, в ходе которой текст эпитафии был вновь прочитан и издан. Он приобрел следующий вид. «Справедливый в своих решениях покойный хаджи Хусейнбек, сын великого эмира Умар-бека Тарсани-Туркестани, Боже, помилуй его обширной милостью, пожалуй его прощением и отпущением грехов. Скончался в 9-й день благословенного Аллахом 4-го месяца 744 года, то есть в 1343 году». Толкование приведенного текста эпитафии занимало умы ученых и краеведов уже почти 2 столетия. Относительно даты существуют небольшие разночтения в интервале 4 лет, что, пожалуй, не столь существенно по сравнению с загадкой второй низбы Хусейнбека, относительно которой, в отличие от первой Туркестани, до сих пор нет ясности из-за плохой сохранности надписи. В разное время ее читали как Тарсаси, Тарсани, Тараси. На последней версии настаивал археолог Геннадий Горустович, видя в ней название среднеазиатского города Тараз. Если это действительно так, то город Тараз мог быть местом рождения Хусейнбека, тогда как низба Туркестани, возможно, была взята в знак принадлежности к последователям хаджа Ахмеда Исави. Среднеазиатское происхождение Хусейнбека также подтверждается данными краниологии и антропологии, полученными в ходе раскопок 1985 года. Реконструкция моя, которую я сделал, свидетельствует о том, что он европеоид, во-первых. Сильно выступающий нос, который совершенно не характерен для
монголоидных популяций и для некоторых групп, скажем так, казахов. Но, скорее всего, по моим исследованиям, он сближается с представителями павино-ферганской расы. В погребальной камере мавзолея также были обнаружены останки мужчины южносибирского расового типа, а также женщины, вероятно, жены Хусейнбека, и 7 их детей. Гибель целого семейства, возможно, была связана с эпидемией чумы, охватившей в это время просторы Евразии. Хочу сказать, что женщина была антропологически совершенно полярна, значит, с мужчинами, которые были похоронены погребены в этих погребениях. Она представляла иной антропологический тип. Это, значит, монголоидный тип такого центральноазиатского круга. Скорее всего, были калмыком, монголом, вот так. В 1891 году мавзолей и некрополь посетил кадий Оренбургского магометанского собрания Реза-ад-Дин Фахриддинов, который высказал собственный взгляд относительно фигуры Хусейнбека. Реза-ад-Дин Фахриддинов – богослов, историк, просветитель. Происходил из Башкир-Бугульминского уезда Самарской губернии. В 1922-36 годах муфтий Дздум. В своей работе «Асар» Реза-ад-Дин Фахриддинов выразил сомнения относительно достоверности башкирских легенд о том, что Хусейнбек был первым имамом, мюридом Ахмада Ясави и вообще духовным лицом. В этот период мюриды не могли носить звание бек. Этот титул могли иметь только мирзы и тюря. Да и сомнительно, чтобы он пришел к башкурдам ради распространения ислама. Скорее всего, он был прислан сюда ханами сарая, чтобы управлять этим краем. Эта точка зрения была полностью принята основным исследователем белокаменных мавзолеев Башкортостана Геннадием Гарустовичем. Геннадий Гарустович – историк-археолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН. Однако мнение Гарустовича не было простым слепком взглядов Реза-ад-Дина Фахриддинова. Например, он привлек известие арабского энциклопедиста первой половины XIV века Шихаб-ад-Дин ал-Умари, который сообщал: «Страны Сибирь и Чулман примыкают к башкурдам. В стране башкурт есть мусульманский кади, пользующийся почетом». К этому же периоду времени относится письмо францисканского монаха Иоганн Венгра, побывавшего в Башкирии, в котором есть такая фраза: «Государя же всей Баскардии с большей частью его семьи мы нашли совершенно зараженным сарацинским заблуждением». Анализ имеющихся сведений привел Геннадия Гарустовича к выводу, что Хусейнбек был назначенцем ордынского правительства, присланным в Башкирию в качестве судьи, мусульманского кади и дзаргучи, то есть знатока ясы Чингисхана, для того, чтобы наблюдать за лояльностью башкирского государя-мусульманина, контролировать сбор ясака и обеспечивать соблюдение имперского законодательства, в чем-то аналогично современным федеральным инспекторам в субъектах федерации. В 1911 году по приказу и, возможно, проекту муфтия Султанова, между прочим, хорошо знакомого с геометрией, на месте развалин мавзолея Хусейнбека было, по сути дела, возведено новое здание. С тех пор прошло более 100 лет. Уже в наши дни вновь возникла проблема сохранения мемориального комплекса. Здесь есть такая проблема, что кладбище разрастается, появляются уже современные тоже статусные захоронения с надмогильными сооружениями высокими, яркими. Они вот этот весь ансамбль нарушают. Но все же здесь мы тоже задачу поставили такую: визуально отсечь территорию современного кладбища невысокими каменными стенами, это по эскизному проекту. Всю наиболее ценную историческую часть кладбища отгородить забором, созданным по аналогии с тем забором, который сохранился у нас визуально на фотографии Прокудина-Горского, и проложить небольшие пешеходные тропы. Современное кладбище почти поглотило древний некрополь, от которого осталось лишь несколько могильных памятников, тогда как даже в середине прошлого века их было значительно больше.
Вполне возможно, что какую-то часть плит выкинули просто, потому что когда мы проводили в прошлом году здесь опять обход, вот 2 плиты я нашел в канаве возле забора. Плиты старые, из песчаника, надписи, в принципе, почти не сохранилась, уже обветренные, но, тем не менее, где-то их сняли, туда бросили. Какая-то часть плит, возможно, лежит где-то под современными захоронениями. Одним словом, охрана и музеификация комплекса Хусейнбека является давным-давно назревшей задачей. И сейчас наша задача, несмотря на то, что он находится внутри действующего кладбища, его каким-то образом отгородить и сделать хорошим, современным, посещаемым туристическим объектом. И очень важно, там есть кладбище 16, 18, 19 веков башкирских аристократов. Он тоже является очень интересным объектом культурного наследия. Вот он тоже будет включен в структуру Евразийского музея кочевых цивилизаций, в структуру вот этого туристического маршрута. И все информационные таблички, вся информация, все исторические данные там будут присутствовать. Конечно, в наши дни мавзолей Хусейнбека утратил былой ореол сакральности и не является объектом массового паломничества, как это было на протяжении многих веков. Тем не менее, после перезахоронения его останков в 2016 году начался процесс реинкарнации его образа как имама и шейха. Получается, несмотря на утверждение археологов о том, что Хусейнбек был лишь светским чиновником ордынской администрации, в сознании мусульман он все равно остался шейхом и религиозным учителем XIV века, одним из ранних персонажей местной агеографической традиции.